Обустроить палатку, пройти полосу препятствий и приготовить самый вкусный походный бутерброд. Такие, казалось бы, не очень сложные задания предстояло выполнить участникам турслета «Зорница Челлендж». Но самое главное здесь, конечно же, не победа. Самое главное – связь поколений. Туристический слет проводится уже в третий раз. В этом году в нем приняли участие 8 команд из районов республики и 2 столичных городских округов. В этом году организаторы решили немного изменить формат и наряду с представителями старшего поколения пригласить на него молодежь. Мы решили, что в команде из 8 человек 4 человека это будут люди старше 55 и до 70 лет, и 4 человека это молодежь до 35 лет. Я пообщалась с делегацией Хангаласского района, Горного района, Мегино-Кангаласского района, и они говорят, что именно такие составы команды очень актуальны, да, и, в общем-то, молодежь совсем по-другому, наверное, смотрит на свое старшее поколение, и я думаю, что эту тему нам вообще надо развивать. Молодые люди с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в слете. Для многих из них это первый подобный опыт, и упустить шанс поучаствовать в мероприятии и пообщаться с представителями старшего поколения никто не отказался. Это мой первый опыт, я приехала первый раз. Мне очень нравится, что здесь есть 2 поколения, и это очень сплочает народ. Бегали по препятствиям и стреляли, и также бросали гранаты. Ну, интересно тут, полевые сборы, военно-патриотическая вайб такой. Конечно, всем рекомендую сюда приходить, потому что это, во-первых, опыт, то, что в таких условиях жить можно. Ну, и, во-первых, это знакомства новые, там новые ощущения, новые эмоции. Для старшего поколения «Зорница Челлендж» – это возможность хоть ненадолго вернуться во времена своей молодости, вновь почувствовать себя студентами и студентками, а заодно и поближе познакомиться с современной молодежью. Мы каждое утро занимаемся скандинавской ходьбой. Группа наша Сардана, спартовская. И там мне, соответственно, пригласили поучаствовать в этом мероприятии. И в основном-то у нас много женщин, они в основном, с этой группы тоже. Молодость вспомнили. Раньше-то в наше время тоже эта зорница, она была это самое, участвовали в этих играх. Это мероприятия, они полезны, они воспитывают какой-то патриотический, молодежи дух, так это самое. В наше время оно как-то было поставлено, сейчас маленько вроде как, опять возрождается потихоньку. На вопрос, нужны ли подобные мероприятия, и стар, и млад в один голос ответили, что, конечно, нужны. И чем чаще представители разных поколений будут общаться и проводить вместе время, тем лучше будут понимать друг друга. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск.